Систематически проводится определенная работа. Это были совещания, которые были рабочие совещания, скажем так, которые были проведены с руководителями школ, с администрациями школ, с руководителями городских методических объединений, учителей, для того, чтобы выработать единую какую-то концепцию, как работать во время карантина и как мы видим выход из карантина. Но чтобы минимализировать заболеваемость наших детей и их родителей, естественно, наших учителей тоже. Самый такой оптимальный вариант, который мы посчитали, это 3×3. Нами был представлен в Министерство образования со всеми необходимыми документами. Там программу надо было пересмотреть, в общем, и учебный план, и примерное расписание, мы все представили. Но, как вы видите, мы из карантина не вышли, и поэтому у нас есть приказ Министерства просвещения и языковой политики, чтобы по возможности учителя использовали разные формы общения со своими детьми и продолжали обучение. Вы все родители, и вы все знаете, каковы результаты этого онлайн-обучения. Что мы можем говорить, что ребенок привязан к школе, ребенок привязан к своему учителю. Какие бы формы учитель не использовал, в любом случае он общается с ребенком, и ребенок чувствует пока еще, да, что он ученик, и что он должен учиться и развиваться в дальнейшем. Я хочу предоставить слово вам, родителям. Как вы себе представляете учебу? Как? Это нереально. Это не дети, это уже роботы какие-то станут у телефона 24 часа. Невозможно. Я против. Вот, и мои родители. Еще что хотелось предложить. Если бы мы вышли бы, допустим, вот в конце, после каникул, да, и учились бы в субботу до июня включительно, я думаю, мы бы как-то справились бы. Было вчера собрание, родители написали письмо, они хотят обратиться к президенту, исключить вообще вот этот приказ и как-то вернуться в школу, потому что дети и так на улице. Все родители-то работают, они приходят домой. А чего мы опасаемся? Пусть будут маски, никаких проблем, следите за детьми. Постоянно у нас в школе, слава богу, каждую минуту ходили с хлоркой и протирали, и все вот эти средства с собой носили. Дети и в школе есть. Все, справимся. В 4 классе ребенок учится. Мы пытаемся догнать программу, но все равно ему очень сложно, ему очень много чего не понимает. Когда учитель присылает голосовые сообщения, он прослушивает, потом понимает, конечно, но все равно ему сложно, и ему хочется в школу, и нам тоже, конечно, очень сложно с 2 детьми дома заниматься, и другому ребенку надо уделить внимание. Онлайн-обучение очень не получается, вот как бы ни старались учителя, но дети не все выходят на онлайн, не все выходят, или нету света, или что-то вот. Мы тоже, родители, за обычное обучение, чтобы наши дети ходили в школу. Иахьа ԥхынҷкәын жәабоуп, ажьырныҳәа жәаҩанӡа иҟоуп аамҭа, иеиԥшны алеишәа анҳадаҳкылаша, иеиԥшны аԥкрақәа ҳанрыцныҟәаша, ашколқәа реиқәыршәара ҳанацклаԥшыша, иааины ианааҳадгылалак, ҳаиқәшәамшьҭа ишԥааури ҳәа мзызс иҟаҳамҵарц азы. Я понимаю также, что решение будет общим для всех школ, конечно, но я от своей 7-й школы хочу сказать, что у нас школа не загруженная, загруженность классов даже меньше 50%. И вот даже сегодня, сейчас есть возможность заниматься соблюдением всех норм. Да. Мы, родительский комитет, тоже рядом со школой стоим, всегда помогаем организовать соблюдение всех норм, рассадки всего. И я считаю, также поддерживаю, что есть возможность у нас после каникул выйти на занятия. Я мама 2 детей. У меня старший ребенок в 11 классе, младшая в 4 классе. Сложно онлайн заниматься как 11 классу, так и 4 классу. Уроки мы делаем целый день.
Очень сложно, результат, конечно, не очень. Мама помогает, но мама не педагог, я объяснить так не могу, как объясняет педагог. И у нас тоже школа не загружена, у нас больших классов в принципе нет. Мы хотим традиционное обучение. Может быть, у нас было другое мнение в начале карантина, в марте месяце, но практически год наши дети не ходят в школу. Практически год мы живем с этим вирусом, и как мы знаем, как мы слышим, и как говорят все именитые врачи мира, никуда этот вирус не уйдет. А значит, нам надо как-то сосуществовать. И перевести детей на онлайн-обучение, наше мнение, родителей 10-й школы, категорически нет. То есть мы знаем, что Астанда Зауровна Таркил предпринимала какие-то шаги, предлагала варианты. Вот. Мы за какие-то варианты, может быть, сократить время пребывания детей в школе, естественно, увеличить там, строго соблюдать санитарные нормы. Ну, эти варианты нужно еще собираться, наверное, прорабатывать. Конечно, вот, и я думаю, что у вас, как у нас уже есть у вас есть какие-то варианты. Вот, может быть, мы начнем обсуждать эти варианты. Сажать детей на онлайн-обучение – это не выход. Это особенно для начальной школы. У них уже нет интереса к обучению, как бы мы ни старались, как бы мы не пытались с ними сидеть, им доносить это все, но у ребенка пропадает желание. Даже вот с перебоями со светами, интернета не у всех есть. И иногда, пока мы настроимся на это, время выходит, приходится другое. Мы предоставили, оплатили Zoom. Наши дети занимаются по 2 часа каждый день онлайн. Все предметы, кроме физкультуры, мы проходим, то есть 5 дней в неделю, в любое время, когда это возможно, учитель нам все это предоставил. Но заниматься в школе, заниматься с учителем и дистанционно – это совершенно разные вещи. Дети все равно, мы не донесем все родители до детей так, как это может сделать учитель. Учитель каждому ребенку знает свой подход и все, даже намного больше, чем мы, родители, знаем, потому что это их вторые мамы. Джанба из Маквам Рацоюб, интернет, ноутбук, планшетка, Ходжа Рацозмо Рацоюб, Разчаза Ацадзума Хочкаус, Харахарцаю, Скочапш Папикластоп. Есым шадахсасует на задание по официально и насыщтку зюма, убыс сачаза царахаджуб, ахата ача зигит гитаб шахатса. У меня 2 ребенка, один в 8 классе, один в 1. Очень тяжело для 8-классника физика, химия, геометрия. Ничего, несмотря на то, что он хорошо учится, он целый день сидит около этого телефона, не понимая ничего. Первоклассники я вообще молчу. Да, спасибо, конечно, учителям, спасибо директору нашему, что все делается для этого. Выходят на Zoom, но он не понимает в 1 классе. Маленький вообще вот стучит по тетрадке, говорит, не буду писать, не хочу, хочу в школу, скучаю по учителю. То есть и 8 класс, я выходя сюда, мне говорит, мама, ты скажи, что я хочу в школу. Я говорю, я обязательно скажу, мы за школу. 90% наших родителей за традиционное обучение. Здесь много говорили о плюсах, о минусах традиционного образования и онлайн-образования, но упустили один момент. Говорили про отсутствие электричества, про отсутствие гаджетов, но я хотела бы сказать, что не все дети умеют пользоваться необходимыми платформами. Да, они все подкованы, они умеют взять, сыграть какую-то игру, но когда начинается подключение к какой-то профессиональной платформе, возникают трудности, их необходимо научить, а научить их кто должны? Родители, которые тоже не всегда знают, как это сделать. И еще хотелось бы сказать о учителях, которые тоже не знают, как пользоваться гаджетами, даже элементарным WhatsApp. Есть пожилые люди, да, люди среднего возраста, которые не умеют пользоваться этими вещами. Всех волнует учебный процесс, это однозначно, но воспитательная работа тоже главный вопрос, согласитесь со мной. Я сейчас ни в коем мере не хочу сказать, что родители не воспитывают своих детей. Не хочу этого говорить, но как все-таки в школе, как учитель разговаривает, как они общаются, в сравнении всегда что-то получается. Вы же видите, как сейчас дети по-другому стали разговаривать, по-другому себя вести. А как же мы будем по онлайну воспитывать детей? Мы, учителя.
Иашоуп, ауаҩы иԥсҭазаараҿы зегьы ирыцкуп ҳәа иаҳаԥхьаӡоит, ус иагьахәҭоуп агәабзиара. Иахьа ари ҳара иаҳҭахны, аӡәы иҭахны, аӡәы иҭахымкәа ҳәа иҟамлаӡеит ашколқәа ркра иацәшәаны ахәыҷқәа рыхьчара азыҳәан, арҵаҩцәа рацәаҩны ичмазаҩымхарц азыҳәан зегьы еилкаауп, аха ахәыҷқәа хәҩы-хәҩыла, жәаҩы-жәаҩыла еицны иаҳараӡак аабатәи ажәбатәи ажәбатәи акласс аанитәоу, избанзар агьырҭ иаҳа аҩныҟа ҭаацәа рхылаԥшуазар акәхап, адәы иқәуп, иакәым ажәақәа рҳәо анӡа инеихьеит, дара еисуеит, аӡӷабцәеи аҷкәынцәеи рхымҩаԥгашьа иашамкәан имҩаԥырго иалагеит. Ргәы иаламсаат аҭаацәа сыбжьы заҳауаха, ашколаҿ ироуа аҵара аанеҩсан ааӡара, ахәыҷқәа ашьыжь инеиз шьыбжьонӡа ирырҭо, аҩны аҭаацәа нас ԥшьҩык, хәҩык змоу, аусура иҟоу, аха змам, ашьыжь индәылҵны ицаз уахәахәымбаҿха данааиуа, иаҳарак ашколаҿ ианаҟам ахәыҷқәа хылаԥшрада иаанхоит. Уи акы. Ҩба аиҟарамра иаҳзаанагаз ашколқәа раркра. Иаартны иаҳҳәап, изеицәаҳӡои ҳара аԥсуаа зегьы хыԥхьаӡаралагьы ҳрацәаӡам, ҭаацәак ҳауп, жәларык ҳауп, зегьы ҳгәиҵхо акоуп. Абри ашколқәа дыркижьҭеи ахәыҷқәа изылшо аҭаацәа, алшара змоу рхәыҷқәа арҵаҩцәа рахь аныҟәара иалагеит. Уи изеицәаҳӡои зегьы, аӡәы хәҩык лыдылкылоит, аӡәы жәаҩык лыдылкылоит, аӡәы ҩыџьа заҵәык лызнеиуазаргьы ауеит. Иҭабуп ҳәа расҳәоит, жәаҳәарада урҭ арҵаҩцәа, урҭ ахәыҷқәа здызкылаз, аха акласс аҿы итәазар ижәижәаҩык, инижәаҩык ахәыҷқәа, лара жәаҩык лыдылкылазар, иабаҳго егьырҭ ҳхәыҷқәа ижәибаҩык аганахь инхаз. Жәаҩык наган илыдылкылар ҟалозар, Асҭанда Заур-иԥҳа ҳара иҳадылгалаз апрограммала изаҟамлои ҳара ҳхәыҷқәа иаҳҳәап, аиҵбыратәи аклассқәа хымш инеиуа, агьырҭ иаанхаз ахәыҷқәа даҽа хымш инхаз, аӡәгьы сара арҵаҩцәа рҿаԥхьа схырхәан исҳәарц сҭахуп, абри апрограмма аазаҳаз зегьы абас иҟалоит ҳәа саԥша аҵара ҳҵар ҳәа абра ирҳәо, зегьы ақәшаҳаҭуп. Иашоуп, ари онлайн ҳара ҳаҿагыланы агьины ҳәа акәӡам, иахьатәи аамҭа ауаҩы дақәшәо дцозароуп. Ара илҳәеит, иазаҟаҵам арҵаҩцәагьы иҟоуп, агьоуп ҳәа. Урҭгьы рнапахьы иааргароуп, иашоуп, уигьы сақәшаҳаҭуп. Аха инеиԥынкыланы ҳара иахьа онлайнала ахәыҷқәа ҳааӡеит, мамзаргьы аҵара дҳарҵеит ҳәа ҳаибамжьа ԥсшәыҳәоит, иалымҵазоуп ари. Ианвар мза нас аканикулқәа рышьҭахь, ҳаз зегьы сара схала сакәӡам исҳәахуеит, ҭаацәак раҳасабалагьы, арҵаҩцәагьы срымадоуп, зегьы заԥшуп, ргәы хыҭхыҭуа, ианвар мза жәаҩа ҳәа иахьа адҵа иоҟа, уи аӡәгьы даҿагылаӡом, нас ашәара ыҟоуп, ахәшәтәырҭақәа нас иҭәит, рызхом, ахәшәқәа роума, даҽакоума, иара ачымазцәа ирхылаԥшуагьы убри зегьы еилаҳкаауеит, ҳадгылоит ҳараха, Я сталкиваюсь с тем, что, во-первых, вот нас 14 октября распустили всех, и 19 октября я уже вышла с детьми на связь, потому что мы создали группы и работаем. Дети научились обманывать. Совершенно случайно в городе я встретила родительницу, которая подошла и спросила: вы не работаете в 3-й школе? Я сказала: да. Вы совсем про наших детей забыли, мать 8 класса. Я повернула: в каком вы классе? В 8-м. Как я забыла? Вот у меня такой-то сын, он вообще, говорит, сказал, что уроков истории нет. Вы знаете, мне было до слез обидно. Я посадила зрение, голос, у меня с горлом проблемы всегда. Я выхожу, не прихожу на работу в управление, отпрашиваюсь всегда у своего начальника. Здесь я не бываю. Я с утра вчера, в начале 7-го закончила уроки. Потому что у одних был свет, у других отключили. Подстроиться под детей по 2-3 человека выходит. А потом, извините меня, у меня есть дети, которые одевают форму, сорочку. Я потому что им говорю, что эстетически мы должны выглядеть всегда, как будто идем в школу. Дети приводят себя в порядок. И не вышли дети, но вышли 3 ученика. И не проводить с ними урок. Они же выучили. Они же вышли сегодня, нашли время, это уважение ко мне. А остальные дети, вы уходите на работу,
Вы думаете, что да, ваши дети, да, они, может, скажут, одни дети скажут, да, учительница выходила, даже если он не вышел. А этот ребенок сказал, учителя не выходят. Мы сталкиваемся с тем, что даже когда мы выходим, ваши дети вас обманывают. Проблема другая, не буду повторяться, озвучена, где много детей. У наших учителей тоже, преподавателей истории, когда я контролирую, обзваниваю периодически, я держу с ними связь, они говорят, у меня 2 ребенка, 1 телефон. У моего ребенка включил-выключил, я не балую детей. Даже если есть возможность, я не хочу, чтобы он был в интернете. Я даю ему телефон свой, как я буду с учениками проводить, Нонна Георгиевна, когда моим детям приходят и девочки, и мальчику. Это практически мы сталкиваемся, таких проблем очень много. Если у детей в школе был режим, мы знали, что он в 9 утра пришел, в 2 часа ушел домой, родитель об этом знал, кружки, танцы, баскетбол, волейбол и так далее. У них был такой определенный, расписанный, нормированный день. Теперь дети научились обманывать. У меня есть ноутбук, как будто хвастаюсь, это некрасиво, и телефон, но Zoom я подключила, дети говорят, например, у нас телефоны не поддерживают. Мы не можем выйти по Zoom, можно, Нонна Георгиевна, пожалуйста, по WhatsApp. Что я делаю? Класс из 20 человек я делю по 7 человек, я 8-я выхожу по WhatsApp. Одно и то же, как обычный урок, я, например, по себе говорю о себе, что я провожу фронтальный опрос, опрос индивидуальный, закрепление, а потом объяснение новой темы. Получается, что в день я по 5, по 6, по 7 раз одно и то же рассказываю. Со зрением у меня за 1,5-2 месяца стало хуже, потому что дети, это связь. Мы сейчас говорим, начали выключать свет, начали выключать недавно. Раньше таких проблем не было. Наше общество раскололось на имеющих и не имеющих. Это говорит о неравенстве. Я уже буду говорить с исторической точки зрения. Если сегодня мы говорим, что начальная школа нашла возможность, пошла ради своих детей, нашли учителей, занимаются такие основные предметы, как русский, математика, английский, учителям абхазского языка я слышу всегда, что практически никто из детей не идет, не занимается, это не нужно. По истории у нас тоже нет учеников, которые бы хотели дополнительно заниматься. Я не занимаюсь дополнительно, я с удовольствием приглашаю детей на связь, но дети не выходят. Онлайн-ла апсуш цаха харахрыд глупужи, а юны рани раби ирзелым каузыр псухсямойвы. Наске ари айтол группори аку группи цаси ухаруб ику вапхенер зету ухаруб ацака ноугару. А хучква брыжы псухамадзы мояшка хкижируб нахва иссу хабыса хучква пшпету класс иссарыш тот рыбжи тевин рсаха тыхна ириот нас ихяша маку ворчызнык сапхенер зысыш тот нас итрагярыш тот нас итрагирзысыш тот арака сумуб зигизыр шахато сата качунза гогобри хачуниха. Аԥсышәалагьы аныҭагьы анырмҳәаугьы ицәгьоуп, аха хымԥада иаша шәасҳәап, ашколқәа зегьы еиԥшӡам, иҟоуп ахәыҷ бзиақәа. Урҭгьы зегьы иахьатәи аҭагылазаашьа иахәаԥшны иаанырмыжьрада ԥсыхәа рымаӡам рани раби анынырмыцхраауа. Насгьы сара хаҭалагьы ашколаҿы ус зуама, анахьгьы абри телефонла мацара азнагара сцудыҩуп. Уи зегьы аҭаҳцәагьы изыҟашәымҵо иҳагәыбӷано узрыҭаӡом. Абарҭқәа зегьы еиҿарԥшны ҳара ҳаԥыланы ихьаҳашәмышьҭыр ҟалаӡом ҳәагьы зҳәо аӡәгьы дааӡам. Аха иара ҽҳәарас иамоу аҽҳаннеилагьы ҳазыхиоума программак абри ҳзықәныҟәаша, ҳазыхиоума аԥсшәа знагашьа, ҳазыхиоума аурысшәа знагашьа, шаҟа сааҭ ҳнеиуеи, шаҟа мшы ҳнеиуеи, абри зегьы иухагылоу хаҭа-хаҭала аԥхьа инышьҭарымҵалак азҵаарақәа рызцәырҵуеит анацәа. Изрызцәырҵуа ҳәагьы уҳәо иаҟаӡам. Сара сгәы иаахәоит ициҟарҵаз еизарагьы иахьатәи ҳаиқәшәарагьы. Ҳара ҳус ҳаҳамҵгылар ҳбызшәагьы ҳазнеишьагьы ҳҵаарагьы даҽаӡә дааны иҳаиҭаӡом, иаҳзеизҭеиҳәаӡом, иаҳзыҟаиҵаӡом. Ахәшәтәи иус даҿызароуп, арҵаҩи иус даҿызароуп, иаҳхагылоугьы иахьас иҟоуп, аха уаҵәтәи шәызқәылаша абри ауп ҳәагьы ҳарҭароуп, сгәы иаанагоит. Абра аҵара усбарҭаҿы иаҳхагылоу русушьа знык мҩымтәи ҳаиқәшәахьеит. Иҟарҵаз аԥҟарақәа ҳрықәныҟәаны иахьа иаҳцәымӡратәы, аҵара ус ҳцәымӡратәы ишаҳаҭны иҳама ус ҳақәнаҟәар здыруада иаҳцәымӡар ҳәа сгәы иаанагоит. Почему мы не можем найти другую платформу?
Мы, как специалисты, сели, подумали, какую платформу можно ввести, какой выход можно найти в этой ситуации. Тот момент, когда была предложена 3 на 3, мы рассмотрели вариант, особенно для больших школ, потому что в маленьких школах эту процедуру произвести легче. Можно в другом, да, можно в другом формате. формате. Значит, в больших школах, где, например, учатся 1200 детей и так далее, запускать, мы же тоже понимаем то, что во время карантина всех детей, 1200 детей гурьбой запускать в школу, что-то неприемлемо. Мы предложили вести таким образом, чтобы разделить классы на группы. Особенно это письменные. Пусть никто не обижается. Я не выделяю письменные предметы, что этот предмет более важнее, это менее важнее. И, естественно, государственный язык в первую очередь, но и физкультура – это тоже немаловажный предмет. Я сейчас даже о математике столько говорить не хочу. И, понимаете, письменные предметы – это те предметы, которые ребенок должен получать, сообща, имея связь с учителем. Контролировать нужно ребенка в эти моменты. Может, ребенок отстал, может, ребенок что-то недопонял. Как он может опросить? То есть он должен онлайн остановить, пообщаться с этим ребенком, объяснить ему конкретно, вернуться и вести урок этот дальше онлайн. Это очень сложно. Если вся Россия на сегодняшний день к онлайн-системе не перешла по школам, я имею в виду, тем более они готовы же больше, чем мы. Материально и технически они готовы больше, чем мы. И сегодня, понимая то, что перед фактом ставят, что кроме онлайн-обучения другого нет, я, например, тоже не согласен. При этом, как вспомогательно, тогда еще, не сейчас мы к этому пришли, еще тогда мы подошли к этому благоразумно, решили, давайте 3 на 3, либо письменные предметы стараться проводить в школе традиционно, устные предметы, пока этот карантин, постараться вести онлайн, в гибридной форме. С сентября месяца мы мониторили и отслеживали ситуацию. И еще раз хочу подчеркнуть, что решение по закрытию школ принималось исключительно из эпидемиологической ситуации. И в государстве не стоял вопрос, что если бы была бы хорошая картина и хорошая ситуация, я думаю, что школы бы и дошкольные учреждения бы не закрылись бы. Но поверьте, задача защитить здоровье сейчас номер один. И прежде всего, конечно, здоровье высоковозрастных наших педагогов. Мы говорим о наших детях. Действительно, это наша задача. Я думаю, что вы меня тоже поддержите. Я знаю, что мы завершим учебный год, и все, что мы не додали, будем наращивать за период выходных дней, каникулярных и так далее. И вообще каждой школе это будет индивидуальный подход. Я думаю, что ни один специалист, который здесь рядом с вами, и ни один педагог не снимает с себя ответственность, в том числе и мы в том числе. Но хочу отметить, что у нас есть высоковозрастные педагоги, и когда встал вопрос коронавируса, мы тоже, знаете, педагоги тоже в это не верили. Так как и родители, да, вот хочу вам сказать, что на красную линию, как врачи, вышли наши учителя. Мы знаем, что по каждой школе у нас очень много педагогов, которые переболели коронавирусом. Переболели, кто-то тяжело, кто-то средне, а кто-то может быть в легкой форме. Вот я сейчас болею коронавирусом в легкой форме. Если бы это так было бы, что мы бы все переболели, это другая ситуация. Общаясь с педагогами, те, кто переболел в сложной форме, вы знаете, они до сих пор не вышли из этой ситуации. Им нужна долгая реабилитация. Как мы готовы были пойти в школу тогда, когда с колеи выходит учитель? Очень сложно, когда нет педагога в школе. Мы начинаем думать, как заменить. Когда стоит вопрос о замене, конечно, наши родители в этом направлении нас не поддержали. Дети перестали ходить. Нет педагога, значит, я не иду в школу.
Тут вы тоже, родители, должны нас поддержать, потому что мы, когда вернемся в школу, не факт, что наши педагоги не застрахованы, не заболеют коронавирусом. А когда педагог уходит со школы, следом класс не возвращается в школу, ждут, пока педагог не придет в чувство, пока не выйдет на работу. Это тоже неправильно, родители. Я хочу, чтобы вы донесли до своих коллег, до своих педагогов, до наших родителей, что когда мы вернемся в школу, не факт, что все учителя массово тоже будут ходить на работу. Там тоже у нас возникнут проблемы. А когда возникнут проблемы, мы будем приглашать, просить, я думаю, что наш государственный университет, чтобы на практику направляли нам старшекурсников, студентов, как практически они бы нам бы заменили педагога, потому что каждого педагога мы сегодня не готовы заменить. Это практика во всем мире, и в России тоже практикуется, когда школа не закрывается на карантин, и когда школа массово начинают болеть педагоги, на замену приходят студенты, которые проходят практические уроки и заменяют наших педагогов. Там, где малочисленные школы, я думаю, что у нас там проблем не будет. И будем мы решать отдельно, индивидуально подходить к малочисленным школам. Средние школы тоже будем индивидуально подходить. Но вопрос больших школ, вопрос открыт. Вот как я выйду с больничного, мы разработаем еще один вариант, это будет уже итоговый вариант для больших школ. Не стоит вопрос, что мы уходим на вечно онлайн. Это только связь. Для каждой школы это будет индивидуально. И хочу вам сказать, что все меры, которые сегодня принимали специалисты, педагоги, Министерство образования и государство, это все вынужденная мера. Все шаги, мы считаем, что это вынужденная мера. Но нам необходимо вернуться в школу, вернуться к нашим классическим урокам. Нам нужно вернуться к воспитательной работе. И никто с себя не снимает ответственность. После карантина с 12 января каждая школа уже будет иметь готовую мини-программу.